Это герои моей книги, это тоже люди, которые стали моими друзьями. Ну, понимаете, вот я был в Москве 4 раза в году, постоянно ожидаю, что меня арестуют. Даже с Буковским у меня была очень солидная ссора, потому что он не хотел меня отпустить. И я сказал, ну, Володя, уже поздно, это моя страна, я привлечен, я должен это делать. Он говорит, нет, ну, если тебя арестуют, тогда вот и ты расскажешься, ты слишком много знаешь, и я все равно поеду. И там был также такой момент, когда я ему сказал, ну, извини, ты отсидел 12 лет, почему у меня нет права это делать? Ну, это какая-то очень странная психологическая вот ситуация. И я помню вот все этой ночи в Москве у диссидентов, потому что, ну, тем более, вот первые вот поездки были в 80-м году, и почти все, с которыми я встречался тогда, были арестованы. Либо во время моего пребывания в Союзе, либо вот несколько недель спустя. И один из них был Март Никлус, эстонец, который приехал в Москву отдавать письмо президиуму Верховного Совета с требованием отменить вот этот пакт Молотова-Риббентропа. И мы пили кофе, он был очень рад, потому что он очень долго уже не говорил по-английски, по-французски, по-немецки, и мы попробовали вот все эти языка. Он уехал, отдавал письмо, и ему арестовали сразу в поезд. И получил он 15 лет. И я себе говорю, ну извини, если пока Март сидит, я не могу. Ну, значит, уже, ну, моя вот будущее уже понятно. 15 лет. Но он не отсидел 15, конечно, потому что его отпустили в 88 году, когда была вот эта волна. Да. Но тогда я уже вот эмоционально, психологично переехал в Союз, и это мой регион. Я тут дома. Когда мне спрашивают, ну, где твой дом? Ну, я всегда отвечаю, мой дом – Советский Союз. Ну, учитывая, что вы живете постоянно в 4 странах и практически в самолетах, я не удивилась. Ну, вот 3 из этих – это бывшие советские республики. Грузия, Украина и Литва. Я гражданин сейчас Литвы. И для меня это, ну, как сказать, честь. Потому что, ну, это действительно это стало мое, свое.